Об Отечественной войне народа Абхазии написано и сказано немало, но до сих пор не до конца понятны истоки той агрессии, а порой звериной ненависти, которые в первые же часы грузинского вторжения выплеснулись на мирных граждан только за то, что они не принадлежали грузинской нации. Увы, на войне вооруженные люди неизбежно убивают друг друга, стараясь нанести как можно больше урон живой силе противника. Но когда военные расправляются с беспомощными стариками, женщинами и детьми, это уже трудно объяснить с точки зрения военной тактики и стратегии. Это скорее из области агрессивного национализма. Оккупанты при активной и массовой поддержке грузин, проживавших в Абхазии, убивали, грабили по национальному признаку, в первую очередь абхазов. В 2012 году вышел цикл передач на абхазском языке журналиста Ирины Агарба «Айбешра Ансоз». Сотни историй, массовые убийства, включая детей, женщин и стариков, сожжение живьем мирных жителей, изнасилования, неслыханные по жестокости пытки. Обо всем рассказывали люди, перед чьими глазами убили близких людей. Уже 8 сентября этот проект прозвучит и на русском языке. Идею гендиректора АГТРК Ирины Агарба поддержала Государственная комиссия по подготовке празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Чтобы знали о грузинском фашизме, правду о нем. Ножки детей были целыми, не обгорели. Вот так и опознал их. И так 3 моих внуков. В том числе месячного ребенка мы похоронили в одном ящике. Каждый вечер с 8 сентября на канале Абхазского телевидения. Русская версия проекта «Айбешра Ансоз. Когда шла война». Передач 18. 6 из них на русский язык за 1 месяц перевела заместитель генерального директора АГТРК, журналист Анна Гуния. Анне и сейчас сложно говорить об этих страшных историях, которые навсегда оставили след в ее душе. Она вместе с героями передачи прошла путь скорби, отчаяния и потерь. Я знала, что это будет непростой материал, эмоционально непростой. Я слушала их на абхазском языке. Но это было даже сложнее, чем я себе представляла. Помимо ответственного текста, то, что ты должен передать переживания, да, рассказывающего, помимо этого очень трудно воспринять информацию, потому как когда ты переводишь, ты это представляешь. Ты должен перевести, насколько это возможно, точную мысль говорящего человека. Если ты хочешь точно передать его мысли, его переживания, ты должен это прочувствовать. Иначе перевести невозможно. Понятно, как это оказаться в руках беспощадного врага. Непонятно, как люди, совершившие такие чудовищные деяния, продолжают жить. Место имело быть в Очимчире. Один из первых выпусков, который перевела Анна. Конец войны. Убили практически всю семью. Постучались в дверь. Они узнали соседа, сосед грузин Мингрел. Я на всю жизнь запомню его имя и фамилию. Это Гурам Шанава. Когда сказал, что это Гурам, ему дверь открыли. Семья абхазская, пагавовцы. Открыл сам хозяин, и там же на месте у порога его расстреляли. Семья, естественно, разбежалась со страху. Семья — это кто? Его жена и 4 детей. Самой старшей Жанне было 18 лет. Следующий парень Эдуард, ему было 17 лет, 6-летняя девочка и еще одна, вот имена сейчас не могу точно вам сказать. Значит, когда начали стрелять по дому, мама выхватила младшую сестру 6-летнюю и залезла под кровать. Эдуард еще с одной младшей сестрой, они залезли под швейную машинку. Когда начали стрелять хаотично, пуля попала в позвоночник матери, и мама умерла под кроватью. Девочка испугалась, начала орать и выбежала из-под кровати. Когда девочка выбежала из-под кровати, старшая сестра тоже вышла из-под укрытия, чтобы защитить свою сестру. Надругались над этой старшей сестрой. Вот эти мужчины взрослые изнасиловали ее на глазах у этой младшей сестры, которая все время кричала. А потом встал вопрос, что делать с этой младшей девочкой, 6-летней. Вот эти чужие
люди, грузины, они сказали, что мы не можем убить девочку. А вот этот Гурам Шанава, сосед, сказал, ее надо убить, потому что она меня узнает. И они ее застрелили выстрелом в голову. Все это видели Эдуард и его сестра Эдик, которые сидели под этой швейной машиной. Эта история доказывает, что в ходе преднамеренного уничтожения абхазов, как правило, грузины не щадили даже своих односельчан, друзей детства, знакомых. Проект «Айбаш-Ранцоз» — это непридуманные истории из жизни и тяжелые воспоминания про войну. Еще один случай, когда женщина-мать рассказывает, когда сын ее подорвался на мине, ногу не нашли, отец каждый день искал эту ногу, в конце концов, она даже помнит, сколько дней они искали, 78 дней она озвучивает. Привезли, говорит, ногу, она не позволила открыть гроб сына, и просто они похоронили поверх гроба, и она говорит такую фразу, во-первых, когда ты переводишь, сами эмоции, да, как мать, как какое-то состояние у матери, да, было. А потом само вот надо отходить от эмоций, думать, надо его дословно перевести, чтобы это прочувствовать. Я перевела как горестный крик матери, слышала все село. Но мне кажется, даже вот это до конца не передает, потому что вот так прочувствовать все это было сложно. Но с одной стороны, да, с другой стороны, эти факты имели место в нашей жизни. Я рада, что я причастна к этому проекту, что я тоже какой-то свой вклад внесла, потому что это бесценные материалы, это наша история, это бесценный архив. Для чего? Для того, чтобы мир услышал, что творили здесь грузины во время войны. На самом деле проект на абхазском языке. Почему возникла идея ее перевести на русский? Потому что это ограничивает слушателей. Не все это знают. Сегодня у грузин есть больше возможностей, чем у нас, донести и рассказать, что вообще они творили, что происходило в 1992 году. Ведь они по-другому все это рассказывают миру. Европа, Америка и весь остальной большой мир, гуманный мир. Как они считают, как они к этому относятся, да? Они знают, что это был геноцид абхазского народа. И такое они творили с мирными жителями. Это не придуманные истории, это не фильм, это не триллер. Это то, что с нами делали 30 лет назад. Помимо Анны Гуния, переводом передач занималась редактор АГТРК Ирина Аршба, Алина Ажба, Илона Квициня. Одно дело перевести, другое — подобрать озвучиваемого героя. Все мужские роли озвучил системный администратор АГТРК Рустам Харцизов. Мальчик Пипия. Отец этого мальчика работал в нашей больнице шофером. Они как бы на склоне жили. И снаряды прямо туда попали. Когда разорвался снаряд, ребенка убило на месте. Самое сложное, ну не знаю, как-то, наверное, поймать ритм нужно было. Там каждый человек как-то по-своему, со своими эмоциями как-то рассказывал свои истории. И приходилось как-то подстраиваться, как-то попытаться уловить характер человека, его тембр иногда даже бывало пробовал. Эмоционально я старался, чтобы не было сложно читать все это, я старался особо не перепроводить через себя эмоционально, потому что иногда там очень такие довольно страшные истории. Я старался просто вот как читать вот как книгу и рассказывать просто как рассказ. Не менее важен и монтаж. Все передачи уже смонтировала режиссер выпуска новостей Оксана Топагу. Редактировать видео и подставлять звук – это важный процесс в создании любого проекта. Что касается Оксаны, она не только занималась склейкой кадров, удалением ненужных фрагментов, применением эффектов, добавлением текста, графики или музыки, но и синхронизировала. Было очень тяжело, вот эмоционально тяжело. Одна история, не знаю, можно сказать, хуже другой. Люди рассказывают такие вещи, уму непостижимые. Я даже не знаю, как человек может быть способным на такое. Особенно, когда это касается детей,
это было невозможно. Ну, без слез и рыданий невозможно было вообще работать. И первые дни, когда я выходила отсюда, мне было очень тяжело все время, вот грусть, какая-то тоска. Я даже вот со своими коллегами не могла общаться нормально, вот какое-то депрессивное какое-то было такое состояние. Ну, тяжело, конечно. Я даже не знаю, кто бы вообще за такое может ответить. Это очень тяжело, это очень жестоко. А есть села, допустим, которые, ну, жители сел рассказывают тоже вот во время войны, где они были и вообще что и как было. Есть села там, где не было войны, допустим, но, ну, имеется в виду, там боевых действий не было, но тем не менее бомбили, людям приходилось босиком, без обуви, зимой без одежды, когда начинали бомбить, бежать с детьми, не знаешь куда, где укрыться. И когда вот они рассказывают такие вещи, одна женщина, я помню, рассказала, что она 6-месячного ребенка дома забыла, пока она собирала других, когда начали бомбить. И потом уже после того, как все, ну, прояснилось, она вспоминает о том, что у нее еще вот полугодовалый ребенок. То есть... iBashRansos был создан в 2012 году при поддержке сотовой компании А-Мобайл. Истории людей из Ачимчирского, Сухумского, Гагарского районов и села Ишеры уже на русском языке прозвучат в эфире АГТРК 8 сентября. Сария Кварцхеля, Камила Джопо, Абхазское телевидение.